Но если вам все же интересно, с чего начиналось все наше путешествие, то добро пожаловать в мои плейбеки. Я здесь вам покажу, с чего все начиналось. А начиналось все оно опять же стандартно. Мы опять поехали в аэропорт и летели на самолете. А потом оказались на границе, где нельзя было снимать. Но я все-таки снимал, и видео даже почему-то получилось. Ну а потом мы ходили по городу, задавали вопросы разным людям, но почему-то ответа на них не было. А еще также были прогулки по набережной, всякие выступления там, где тамада такая сидела интересная. Ну и потом еще ездили во всякие интересные места, типа заброшек, дворцов, ущелий и вообще еще интересных мест было у нас. Ну а потом смотрели еще всякие заброшенные санатории и не только, а потом вообще поехали в восточную часть Абхазии, и там было еще интереснее, потому что там был такой храм интересный, как будто ты в Пятом элементе оказался. Ну а в конце посмотрели водопад, да и вот теперь уже нам пора. Нам пора перевести наш отпуск в заключительную стадию. Знаете, это чувство, когда вроде все запланированные действия выполнены, а потом начинаешь вспоминать, что вроде было что-то еще. В общем, в следующий день аренды крутой 3-литровой тачки мы отправились на пляж так называемого военного санатория, а точнее это санаторий Министерства обороны СССР. Санаторий мы этот показывали уже неоднократно, и даже какая-то история была в одном из наших прошлогодних роликов. Но едем мы сюда не только за тем, чтобы посмотреть на истории то, что осталось от санатория, а в первую очередь едем, чтобы насладиться чистым и спокойным морем и песчаными пляжами. Береговая линия бывшего санатория за последние несколько лет сильно пострадала. Шторма, которые происходят зимой, не оставляют никаких шансов, и с каждым годом море все ближе и ближе подбирается к постройкам. Наверное, тем, кто тут когда-то бывал, интересно посмотреть, как эти места выглядели в то время, когда еще вовсю кипела курортная жизнь. Вот, например, как выглядел мужской пляж, а вот так выглядел женский. Не знаю, какая принципиальная разница между ними, на мой взгляд, почти то же самое. Но вот тут, например, можно видеть, как выглядел главный корпус санатория с потрясающими панорамными видами на море, и мужик какой-то еще здесь стоит, ему тут, наверное, нравилось. Тут же в кадр попадает еще целая лодочная станция, устройство, при помощи которого опускали лодки в море. Ну а мы же видим, как она выглядит сейчас. Хочу отметить, что прибрежная инфраструктура санатория довольно неплохо сохранилась, и какими-то конструкциями отдыхающие пользуются и по сей день. Кто-то пользуется лестницами, кто-то волнорезами, а кто-то лодочной станцией в качестве, допустим, туалета. Но все же это место довольно уютное, и тут и тень от деревьев, и здания для романтичных прогулок, и песчаный берег, и даже железная дорога с настоящими поездами проходит буквально в нескольких сотнях метров. В общем, если мы в какой-то очередной раз сюда поедем и будем показывать эти места, то потом не говорите, что вы не знали. Все хорошее, так же как и купание на пляже санатория, когда-то заканчивается, и настает время возвращать машину. За все то время, сколько я езжу на этом автомобиле, 4 дня, я просто кайфую, это невероятное ощущение, это очень клево, свобода перемещений в Абхазии, это очень круто. Обычно туристы по большей части привязаны либо к гостевому дому, либо привязаны к
либо привязаны к экскурсионным маршрутам, где все 5 минут фоткаемся и уходим, следующая локация. А здесь вы совершенно свободны, вы можете спокойно перемещаться куда хотите, практически куда хотите, особенно если у вас внедорожник. Так что особенно рекомендую этих ребят из Дива Авто. Спасибо за то, что посмотрели этот видос. Меня зовут Матвей Дренкин. Подписывайтесь на этот канал. Если еще этого не сделали, ставьте колокольчик и все остальное. Пишите еще в комментарии какой-нибудь там слова. Спасибо. Да, кстати, несмотря на большое изобилие транспорта, с бензином в Абхазии не всегда все гладко, и цены тут на несколько рублей, а то иногда и десятков по настроению властей отличаются от российских, а в определенные часы в очереди за топливом можно потратить и не один час. Машину мы так и вернули ее владельцам, который называется Дива Авто, за что ребятам очередной респект, и с грустью в глазах попрощались с теми местами, которые нам удалось на этой машине в этом сезоне посетить. Пока машинка, пока собор Бедия, пока храм Санта-Маза, пока министерский санаторий. Раз конец отпуска был уже во всех смыслах не за горами, нам больше ничего не оставалось делать, как купаться в местном пляже, плавать под водой и смотреть на рыбок, кушать грецкие орехи прямо на берегу. Да, кстати, если вы видите странные, немного волосатые, не очень приятные на вид предметы круглой формы на береговой линии, то это, скорее всего, грецкие орехи, которые в море выносят реки во время обильных осадков. Однако на вкус эти орехи не идут ни в какое сравнение с тем, что продаются в типичных магазинах, так что если вдруг получилось, что на море вам кушать нечего, идем на пляж, берем 2 камня побольше, а дальше сами разбирайтесь, что с этим делать. В общем, когда отпуск подходит к концу и ничего не остается делать, кроме как накручивать себя перед предстоящей дорогой, тут еще и погода начала подкидывать свои метеосюрпризы, которыми мы были вынуждены наслаждаться. Местами шел настолько сильный дождь, который, кажется, затопил какую-то самую главную абхазскую электростанцию, так как утром обнаружилось, что электричество кончилось и полностью отсутствует. Поэтому вещи мы собирали в полутьме, разместив в качестве люстры обычную 5-вольтовую гирлянду от пауэрбанка. В некоторых случаях окончания отпуска приходится попросту ждать, а сравнить состояние ожидания можно с фильмами Звягинцева. Ну, наверное, вы смотрели хотя бы парочку фильмов Звягинцева. Вот у него есть вот такой фильм, и вот такой очень рекомендую. А картинка перед глазами однообразная, время тянется медленно, и в таком состоянии можно провести несколько часов. Когда думаешь, что время тянется и все вокруг какие-то медлительные, на самом деле это оказывается совершенно не так. Дни пролетают один за другим, и не успеваешь моргнуть глазом, как уже пора разбирать чемоданные с мандаринами, инжиром и бутылками с вином. А последние дни отпуска на море, как правило, очень сильно похожи между собой. Опять мы идем уже на привычный нам пляж купаться на море, но купаться на самом деле уже почти не хочется.
вот посидеть и попеть песни на берегу, распугивая отдыхающих бабушек, оказалось вполне очень даже неплохим и увлекательным занятием. Даже наши друзья из Пскова, кажется, оценили мое исполнение. Не помню, сколько времени продолжалось сие действие, но ближе к вечеру мы перебрались уже в гостевой домик. И когда нормальные песни закончились, начались песни таких исполнителей, как Nintendo, Наган и, кажется, Басты. Вся наша школа сошла. Вся наша школа Вся наша школа сошла с ума. От этой новенькой в мой класс зашла. Она сразу понял я. И Купидо мне в сердце стрелою дал пулю. Сказала: наши классы, детки, знакомьтесь с Юлией. А вот пройти мимо местных хвостатых попутчиков просто невозможно. Да они и сами не дадут вам пройти мимо, потому что погладить жесткую рыжую голову считается обязательным ритуалом, а также очень хорошим знаком. Раз времени, как нам казалось, впереди еще очень много, мы решили освоить земледелие и ландшафтный дизайн, посадив в грунт экзотические растения, которые даже дали свои первые ростки. Но, как говорилось ранее, последние дни в отпуске очень сильно похожи друг на друга. Территория гостевого дома «Мандарин», контакты которого оставлю внизу под роликом, уже настолько нам стала родной и знакомой, что кажется, мы находимся тут целую вечность. Я вам говорил, что мы что-то посадили, и там действительно что-то растет в земле. А пока оно растет, мы проверили растения, которые уже дали свои плоды. Правда, пока что немного зеленые и не очень сладкие. А дожидаться, пока мандарины созреют, мы решили снова на пляже, так как на пляже время летит незаметно. Особенно, если ты просто лежишь вот так вот. А скоротать это долго тянущееся время можно только благодаря увлекательным играм, приготовлению ужина из картошечки и, раз уж на то пошло, наслаждаться тропическим дождем. Утром последнего дня мы отправились в центр города, теперь уже, правда, на маршрутке, а не на 3-литровой крутой тачке. И одной из наших целей были прогулки на местный рынок и, конечно, колорит местных построек, которые заслуживают особого внимания. Как выше говорилось, этой ночью прошел один из сильнейших ливней за все лето, который у людей смыл во всех смыслах не только деньги, но и стулья. Зато теперь вы можете увидеть последствия великого Сухумского потопа, так как в нашем ролике мы покажем, что творится на самом деле на набережной после такого мероприятия. Короче, весь мусор, все деревья, вообще все, что на улице когда-либо валялось, оно оказывается в море, и потом постепенно это все вода начинает прибивать к берегу. И купаться здесь, кажется, уже не так комфортно будет, как было до этого, но некоторые люди все же купаются. На этом вечер никак не хотел заканчиваться. Ситуация вынудила нас ходить за пенными напитками, а также на наше излюбленное место, то самое, которое возле Сухумского маяка. Ну и просто насладиться атмосферой, видами, закатом на горизонте моря и, на наше удивление, даже радугой, если вы ее, конечно, видите. В этом месте по-настоящему можно расслабиться, послушать шум моря, если, конечно, никто не помешает и не скажет, что это частная территория. Именно в этом, теперь уже точно запоминающемся для нас месте, мы решили поставить как бы заключительную точку,
бросив монетки в море. Теперь идите, доставайте. На этом заканчивается наше путешествие в Абхазию. Будет только перелет, аэропорт, а потом еще какие-то там логистические моменты. Я даже не знаю, какие они будут, но если они будут, я обязательно их покажу. Так что подписывайтесь, ставьте лайк. Спасибо. Это Абхазия, это Черное море, грязное море. Всем до скорого, пока. Вот настал тот самый теперь уже точно последний день в этом году, когда мы сходили на море. Конечно, учитывая шторм, который бушевал прошлой ночью и прошедшие недавно ливни, море вынесло на берег много различных товарно-материальных ценностей. Мы, в свою очередь, прогуливаясь по берегу, позволили морю напоследок подарить нам немного тех самых приятных касаний воды, которые мы испытывали 16 дней назад, когда только приехали. В очередной раз было грустно провожать солнце. А что делать? Видимо, удивляться, что каждый отпуск заканчивается тем, что пора домой. В завершении нашего последнего на сегодня визита на море Катя в очередной раз посмотрела, как я тащу коляску по песку, наслаждаясь при этом красотами моря. Ну и, в общем-то, на этом наш отпуск, можно сказать, закончился. В общем, впереди оставалась только дорога домой, надо было опять садиться в самолет, провожать сочинские пляжи из окна иллюминатора, пролетать над морем, горами, лететь еще несколько часов до нашего города. Но спустя 3 часа наш долгожданный город Уфа все же появился на горизонте, гул от самолета сменился на интершумы аэровокзала, а после и вовсе гулом дизельного Старекса с видами башкирской столицы из окна. И теперь уже точно мы были на финишной дороге к дому. Ну а вам спасибо, что посмотрели все эти 4 серии. Да, кстати, это всего лишь 4-я серия, а еще была 1-я, 2-я, 3-я, а плейбеки из нее были в самом начале ролика, если вы не заметили. Также спасибо всем тем, кто подписан на канал, на ВК, на Рутуб, ну еще там Телеграм, по-моему, у меня еще живой. Всем до скорого в наших новых роликах и всем добра. А, кстати, парки напоминают времена советских времен.
Мне домашнее красное вино. Это местное. Матвейка. 38 годиков. Как раз тебе фотоаппарат. Ни одного нет видео, где я бы что-то говорил еще пока. Это будет отдельный, хоть 5-минутный монолог. Я буду рассказывать все, что происходило первые Давайте. 5 дней. Будет видео. Он не хочет. Он не хочет в Уфу. А про это, как любовь и голуби. Вот он, ваш двигательный аппарат. Дома где-то летят самолеты, кто-то ждет кого-то, встречая восходы. Не шатай мост, мать боится.